В Сыктывкаре День Великой Победы отмечают с размахом. В столице Коми для ее жителей и гостей весь день проходят различные концертные программы, патриотические акции и тематические выставки. Под ярким солнцем занятия сегодня нашлось каждому. Так, в концертном зале Сыктывкар прошел бесплатный показ любимых многими советских фильмов на военную тематику. В течение дня на большом экране показали 3 фильма: «В бой идут одни старики», «Судьба человека» и «А зори здесь тихие». Наполняемость зала была небольшой. Те, кто пришел, остались довольны. Нужно приходить на данное мероприятие. Не знаю, я думал, будут все места заняты. Ребенку очень интересно посмотреть фильм, хотела. Мы смотрели фильм «В бой идут одни старики». Фильм был про летчиков. Мне этот фильм понравился тем, что не было акцента именно на войну. То есть они были моментами, а акцент в этом фильме именно на человечность, на любовь, на дружбу. Я смотрела раньше по телевизору, а захотела дочка посмотреть все 3 фильма сегодня. По словам организаторов, эта тройка фильмов была выбрана не случайно. В киноафишу включили знаковые картины с высоким рейтингом, которые можно транслировать бесплатно. Все это бесплатно. И мероприятия, конечно же, нацелены на то, чтобы у людей это чувство патриотизма, оно все-таки сохранялось. Также на протяжении дня в Сыктывкаре работали праздничные торговые площадки. Около детского мира и парка культуры и отдыха можно было приобрести товары с праздничной символикой. На некоторых площадках побывала и Евгения Кладкевич. Эту с первых нот знакомую мелодию маленькая Снежана исполняет с особым трепетом. К выступлению с композицией «Синий платочек» девочка готовилась больше месяца. Отточив игру на скрипке, маленькая артистка не забыла и про образ. Синее платье органично дополняет выступление. Песня мне нравится, исполнять мне ее несложно. Легко и радостно отыгрывают на сцене другие ребята. 19 артистов. Под звуки домры, фортепиано, гитары и баяна звучат старые и современные военные песни, музыкальные произведения русских и коми-композиторов. Изюминка представления – знаменитые казаки, только уже в современной обработке, под барабаны и электрогитару. Чем более великое произведение исполняется, тем больше людей, которые его понимают. Потому что каждый в каждой эпохе, допустим, в каждом возрасте, в этом произведении человек находит что-то свое. И, возможно, дети понимают в этом произведении что-то, то, что нам, взрослым, уже, наверное, и недоступно. А на Стефановской площади военная техника. Танки, УАЗы, пожарные машины и мотоциклы. Кроме демонстрации, подробное описание, как тот или иной транспорт может быть использован в военное время. БТР-80 предназначен для транспортировки мотострелковых подразделений, спецподразделений, прикрытия их огнем на поле боя также. Огромное скопление людей возле палатки с надписью «Узнай судьбу фронтовика». Акция проводится Центральной городской библиотекой. С помощью электронного архива ее сотрудники прямо на месте помогают узнать биографию участников Великой Отечественной. Рассказывают подробности их службы, а также о наградах, которые те получили. Что узнали? Про дедушку. Он у нас воевал с 41 по 45 год, дважды был ранен, брал Берлин. Есть награды за битву с Германией. Орден второй степени у него есть. Как считаете, нужны ли такие площадки? Конечно, это очень круто. Это очень интересно. Я, например, мне мама рассказывала то, что про дедушку были у него награды, а какие именно, нет. Не менее популярная площадка, организованная пунктом отбора на военную службу. Здесь в подробностях рассказывают о службе в армии, особенно по контракту. При наличии военного билета любой желающий может даже подать заявку. А вот девушкам и юношам непризывного возраста интереснее виртуальный тир и презентация оружия, которую, к слову, проводят настоящие военные. Погрузиться в праздничную атмосферу на площади помогают знаменитые военные песни. Из громкоговорителей знакомые мелодии будут играть сегодня до последнего, пока в небе над столицей не прогремит праздничный салют. Евгения Кладкевич, Вячеслав Беспалов, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.